Среди тех богатств, которые содержатся в земной коре и которые называются полезными ископаемыми, первое место по значению для человечества принадлежит нефти. Углерод, водород, сера, кислород и азот – эти 5 элементов дают сложное органическое соединение нефть. Пахнет, горит, течет и представляет невероятный интерес и в экономике, и в политике. Каменное масло называли эту жидкость в древности. То, что находили на земле, приспосабливали в хозяйстве. Со временем стали пытаться ее добывать. Позднее, с развитием техники и технологий, из нефти получили топливо. Топливо стало двигателем прогресса. Его назовут «черное золото», и оно станет объектом поиска на разных континентах. 80 лет добычи нефти в Татарстане. В жизни нефти это всего лишь мгновение, если учитывать, что она зародилась 350 миллионов лет назад. В жизни России и Татарстана 80 лет – это целая эпоха. К началу 30-х годов 20-го столетия поиски нефти на территории Татарстана – это череда неудачных экспериментов длиною в 3 столетия. Это непрекращающиеся споры среди ученых и геологов. Одни говорят, что промышленной нефти на этой территории нет, другие, что бурить нужно смелее и глубже. Точку в спорах поставило одно случайное событие. В начале весны 29 года в районе верхнечусовских городков, что на Западном Урале, бурили на калийную соль. Соли не оказалось. Зато оказалась нефть. Присутствие нефти в восточной части Татарии считать доказанной, глубокому бурению быть. Геологи, наконец, сходятся во мнении. Месторождение имеет многослойную структуру, имеет слои пермской системы карбона и девона, и искать надо там. При благоприятных условиях разведки к жизни может быть вызван новый, громадный нефтяной район, который будет иметь мировое значение. XVIII съезд ВКПБ ставит задачу создания второго Баку, новой нефтяной базы между Волгой и Уралом. Времени на раздумье нет, шел 1939 год, и была реальная угроза захвата северокавказских месторождений. Кроме того, было запланировано строительство Куйбышевской ГЭС, а это могло привести к затоплению предположительно нефтеносных площадей. Выделить на 1939 год 2,5 миллиона рублей. Дополнительно 100 тысяч на разведку и 25 тысяч на научные работы. Немедленно развернуть подготовку кадров, форсировать геолого-разведочные работы. 1 сентября Шугуровская контора нефтеразведки начинает роторное бурение. Мастером назначен Гариф Хамидуллин. Это первая на территории Татарии скважина. Пройдено 100 метров, впереди еще примерно 1100 метров. Лиха беда начала. Скоро неподалеку будет вторая вышка, а к весне и третья. Дорог нет. Не хватает машин и хлеба. Не хватает оборудования, горючего, подготовленных людей не хватает буквально всего. Связь не работает. Простое по несколько месяцев. Все это приводило к огромным убыткам. Обстановка была напряженная. В мире, в стране, в душе каждого. Товарищ Байбаков, Гитлер рвется на Кавказ. Имейте в виду, если вы оставите немцам хоть 1 тонну нефти, мы вас расстреляем. Но если вы уничтожите промыслы преждевременно, а немец их так и не захватит, и мы останемся без горючего, мы вас тоже расстреляем. В то время Николаю Константиновичу Байбакову было около 30. Геолог по призванию и образованию, по должности начальник главнефтедобычи Востока. Этот молодой человек примет на себя ответственность и в 42-м в Баку. Отдаст команду уничтожить нефтескважины. В считанные минуты поволжская нефть станет не просто перспективным проектом, а первостепенной задачей, необходимой для выживания страны. Само бурение в то время проходило с большим трудом, с большими трудностями. Буровики
ушли на фронт. Мы вынуждены были пригласить колхозных девушек, и они выполняли подчас тяжелые физические работы. Мужчин было мало, они были на фронте. Я работала верховой на скважине в бригаде Хамидуллина. Гариф Аба Хамидуллин нас, девчонок, жалел. Меня всегда называл Кызым, дочка. Курыксаң эшләмә, эшләсәң курыкма. Соғыс шыққастан бүтін бурайда эшләүчеләрнең әрнеге алганнар бит инде, сугышка алганнар. Во время войны многих мужчин, кто работал на буровой, забрали в армию. В 42-м мне тоже сказали в военкомат приходить. Думала, на фронт поеду. Но оказалось, нам нужно работать на буровой. Тяжелый труд, конечно, совсем не женский. Но мужчин почти не осталось. Нас много молодых девушек работало. Были бригады только из женщин, а я была в бригаде мастера Гарифа Хамидуллина. Примерно через год моя смена была. Задремала я у элеватора. И сон мне снится. Бежит отара овец, белые, чистые, бегут, шумят, топают. От шума проснулась, вскочила, бегу и думаю, это ж сон к счастью и к богатству. Мама так говорила. Нефть. Нефть шықты. Гариф абы! Нефть шықты! Гариф абы! Нефть шықты! 25 июля 1943 года скважина номер 1 с глубины 648 метров дала нефть суточным дебитом в 20 тонн. Это было не просто событие, это была победа. Научная, экономическая, политическая. И самое важное – психологическая, важная для каждого. Именно это даст людям силы работать дальше, работать и побеждать. Воодушевившись успехом Шугурова, разработка началась сразу в нескольких районах – в Аксубаево, Ромашкино, Черемшане и Бавлах. Это был самый разгар Великой Отечественной. Случалось, солярки не хватало для топки даже одного из 4 котлов, подающих пар на буровую. Тогда мы шли в лес, проваливаясь в снег по пояс, рубили деревья, тащили их на самодельных санях, пилили, кололи. Работы шли очень медленно, примерно по 70 метров в месяц. Двигатель был слабенький, от трактора. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. Когда я приехал домой, дом был очень старый, разваленный был. Ну тут началось уже думать, не думать, что надо жить надо начать было после войны. Хлеб не был, кушать не был, одеваться не был, что делать? Фронтовики возвращались домой в родные села, пополняя ряды нефтяников. Секретно. Приказ Народного комиссара нефтяной промышленности СССР номер 244-С от 30 мая 1945 года. Товарищу Каламкарову организовать шугуровский укрупненный нефтепромысел с подчинением его глав нефтедобычи.
Стране нужна нефть, много нефти. Стране нужно восстанавливаться, поднимать из руин города и преодолеть очередной топливный кризис. Ведь за эти 5 лет нефтедобыча упала почти вдвое, с 33 миллионов тонн до 19. Задача страны – восстановить добычу старого Баку и получить так необходимые промышленные объемы второго Баку. Спустя 3 года еще один успех. В этот раз на Бавлинском месторождении. Нефть в промышленных объемах с глубины 1770 метров. Это Девонские пласты. Нефтяники подтвердили теоретические выкладки геологов. Нефть в Девоне есть. Вот она. Пробурить скважину, поднять нефть – это только полдела. Важно еще доставить ее до потребителя. Маршрут – промысел, железная дорога, потребитель. Поначалу нефть до поезда везли в дубовых бочках на лошадях. Долго, грязно, неудобно и несовременно. Нефтепроводы уже существовали почти 70 лет. Первый был построен в Российской империи по заказу братьев Нобель на нефтепромыслах в Баку. Это сократило расходы на транспортировку в 5 раз. Срочно нужен нефтепровод. Срочно. Еще вчера. Ближайшая железнодорожная станция к Шугурово в 27 километрах. Это Клявлино. Ближайшая к Бавлам – это Урусу. Шугуровцам на все про все дали 1 месяц с 15 мая по 15 июня 1946 года. Бавлинцам и того меньше – 10 дней. С 26 октября по 5 ноября. Это похоже на начало сказки, но это была правда. А куда деваться? Копали. Тысячи людей со всех мест. Тяжело было. Работали все. Женщины, старики, малолетние дети. Из инструмента только лопата и рукавицы. На глубину 2 метра копали. В минуты слабости мы, девчата, тихонько плакали в рукавички. Чистили трубы тоже вручную. Металлическими щетками, кирпичом, камнями. Потом терли полотенцем до блеска, а потом наносили битум. Ночевали прямо вдоль трассы, в поле, в стогах соломы. За перевыполнение норм давали хлеб, сахар и другие продукты. Все в срок сделали. Промысел, нефтепровод, железная дорога, потребитель. Чуть позже из этой цепочки исключат железную дорогу, а первые 27 километров станут началом огромной сети магистральных нефтепроводов, длина которых сейчас исчисляется тысячами километров. В 1946-м, в 20 километрах от Шугуровского нефтепромысла у села Ромашкино была заложена скважина номер 3 на нефть в Девонских отложениях. Проектная глубина 1800 метров. Бригадиром буровиков был Сергей Кузьмин. Начинал он землекопом у Гарифа Хамидуллина на той самой первой скважине. 2 года буровые машины грызли породу. Так, теперь 3 скважины в Шугурах закончили. Девона нет. Ну, Девон-то должен быть. Оторвали маслом, машинным маслом написали: дадим стране девонскую нефть. Именно он, этот молодой парнишка, ему тогда было чуть больше 20, по рации сообщит в Шугурово. Прошли 1774 метра. В глинистом растворе капельки нефти и пузырьки газа. В шеламе песчаник коричневого цвета с запахом нефти. И вот он, фонтан. Эти кадры облетят весь мир. 25 июля 1948 года получен фонтан дебитом более 120 тонн в сутки. С деревни же набежали, тут, понимаешь, кричать стали, хлопать, ура, кто ведро подставляет, кто чашку подставляет, кто так руку подставляет. Это был исторический момент, событие поистине мирового масштаба. Открыто Ромашкинское месторождение. Оно войдет в десятку супергигантских месторождений нефти в мире. Правительственное. Бугульма. Татарнефть. Ефремову. Поздравляю присуждением вам сталинской премии 2-й степени за открытие нового крупного нефтяного месторождения – ТЧК. Желаю успехов в вашей плодотворной работе. Байбаков. В мировую десятку крупнейших нефтяных месторождений из российских, кроме Ромашкинского, входит еще только одно, а на первой строчке находится залежи Саудовская Аравия.
1948 год, мне было 9 лет. Уже в сознании вот прекрасно вот этот момент я помню, как это на 30 скважине забил фонтан. Мы с средним братом Рустам, пошли в лес. Вот пошли мы за веточными кормами, там это вот для, когда появляется теленок или бараш, первые несколько дней даешь. Выходим на опушку леса, это третья скважина от нашего дома метров 300. Но знаем, что где-то около года стоит там буровая. Знаем, что что-то будет. Что-то такое черное, там, метров, наверное, я не знаю, 100, такой фонтан. Там еще слово фонтан я не знал. Вот. И подходим ближе, все вокруг, все черное, и народ здесь забегал на деревню, что делать? Старший брат этого мальчика в то время работал школьным учителем. Ему было жаль оставлять школу, но новое манило, и пошел он работать помощником оператора. Ездил с ними по скважинам, по буровым, все время копал. В мазуте весь, нефти. Позже Аклим Касимович возглавит НГДУ, потом объединение «Татнефть». Еще позже станет заместителем министра нефтяной и газовой промышленности СССР. Под его руководством начнется активная разработка месторождений Западной Сибири и первые экологические программы. Но это будет потом. А пока технологии изобретали сами, прямо на местах. Инженер Андрей Обносов предложил конструкцию нового бура. Чуть позже турбобур покажут на международной выставке в США и будут применять во всем мире. А тогда, в 1949-м, турбинное бурение произвело революцию. Скорость проходки выросла в 3 раза с 70 сантиметров до 2 метров в час. Запасы 3 новых месторождений – Ромашкинского, Минибаевского и Бавлинского – оценили в 430 миллионов тонн нефти. Их развитие стало приоритетной задачей. Правительство ждало от нефтяников невероятных результатов. Организовать объединение «Татнефть», назначить начальником «Татнефть» Шмарева Алексея Тихоновича, главным геологом Мальцева Михаила Васильевича. Геологи и научное сообщество в своих лучших традициях продолжают спорить. Теперь уже об эффективности разработки месторождений. И внедрение передового опыта заводнения стало знамением развития всей нефтяной промышленности нашего 20 века. Внутриконтурное заводнение – метод увеличения добычи, использует нагнетание воды через дополнительные скважины непосредственно в пласт с нефтью. Автором этого метода была команда молодых геологов. Среди них Минадора Макаровна Иванова. В 1962-м за это открытие они получат Ленинскую премию. Технологию назовут передовой и станут использовать во всем мире. И таких прорывных технологий в Татнефти будет еще немало. Минадора Макаровна – талантливый геолог, как говорится, от Бога. Удивительно, но по ее словам, в Московский нефтяной имени Губкина она поступила случайно, за компанию. Стало быть, профессия выбрала ее сама. А вот ее сокурсник Валентин Шашин – потомственный нефтяник, родился в Баку. С детства жил рядом с промыслами и всегда знал, кем будет. Минадора Иванова, Валентин Шашин, Равхат Мингареев были из тех студентов, кто в начале Великой Отечественной войны строили оборонительные укрепления под Смоленском. Из тех, кого в октябре 1941-го срочно эвакуировали доучиваться из Москвы в район Уфы. Тогда эти студенты-геологи еще и не подозревали, что в Татарстане начнется их головокружительная карьера. От промысла до Министерства нефтедобывающей промышленности СССР. В 50-е страна развивалась по строго спланированному плану КПСС. Все процессы непрерывно регулировались сверху. Каждые 5 лет отчет и новые планы на следующие 5. КПСС требовала ускорить темпы разработки. Требовала нереального – увеличить добычу в 10 раз. Но через 2 года план корректируют. Теперь он еще более фантастичен – 15 миллионов за 5 лет. Добыча должна вырасти в 23 раза. А реальность на тот момент была такова. Из 12 геолого-поисковых контор бурения план выполнила только одна. Из 129 бригад более 100 в план не укладывались. 7 бригад и вовсе не приступили к работе.
сократить простои и аварии, повысить скорость проходки, ввести новую технику, организовать соцсоревнования. Отработанных технологий не было, и каждая скважина становилась полигоном для испытаний новых технологий, научных теорий, инженерных идей. Буровики достигли рекордных скоростей. Если раньше скважина бурилась 2 месяца, то теперь бурили ее за 20 дней. Впервые в стране бригада вышкомонтажников Александра Тимченко перевезла буровую за 7 часов. Раньше на это уходили недели. А спустя несколько лет бригада Ильяса Таримова выполнила эту работу за 1 час. Это было мировое достижение. Нефтяники назовут этот период инфарктный. На выполнение авантюрного плана были брошены все силы. Неимоверное напряжение людей и техники, усиленное нагнетание воды, бесконечные авралы. Нефтяники почти дали план – 13,5 из ожидаемых 15 миллионов тонн. Для эффективной работы нужны были люди, очень много людей. Но работники увольнялись и уезжали. Основная причина – жилье. Они размещались у местных жителей, жили в маленьких комнатках по нескольку человек, в подвалах, в землянках, без всяких удобств и элементарных условий. Нам дали постель, распределили по квартирам. В каждом доме жило по 4-5 человек в тесных темных комнатах. Кроватей не было, спали на полу. Ни телефона не было, ни газет, ни радио. Ничего не было. Из приказа Министерства нефтяной промышленности. Оперативное задание – ввести в эксплуатацию 65 тысяч квадратных метров жилья, построить линии телефонной связи и автомобильные дороги, обеспечить снабжение продуктами питания и промышленными товарами. Как по команде, к концу 50-х вырастают рабочие поселки. Новая Письмянка превращается в город Лениногорск. Открывается нефтяной научно-исследовательский институт в Бугульме, а в Альметьевске – филиал Московского нефтяного института имени Губкина. Стали появляться дома культуры, магазины, больницы и школы. В новые дома и поселки поехала молодежь и специалисты со всей страны. Кто за романтикой, кто за жильем и деньгами. В течение нескольких лет население региона увеличится на 100 тысяч человек. Романтичны были комсомольцы тех лет. Станет небо голубым, не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Мы приехали, у нас комфортно, то есть по тем временам, устроили комфортное общежитие. Снабжение было здесь намного лучше, чем там, где я жил. Потом было очень много молодежи. Значит, работал клуб, там на танцы ходили, кино показывали. Притом очень много было молодежи из нефтяного института, из других стран. В 1956 году Татнефть по объему добычи заняла первое место в Советском Союзе и удерживала его 17 лет. Разведка велась как на Ромашкинском месторождении, так и на других территориях. Каждое месторождение по-своему уникально и интересно. 2 одинаковых нет. Да что там, нет даже 2 одинаковых скважин. Вышки поплыли по воде. Нефтеразведчики Елабуги впервые в стране погрузили буровую на баржу. А потом появился здесь речной промысел. А тем временем в стране происходили изменения. В истории их назовут хрущевской оттепелью. Идея Хрущева заключалась в том, чтобы управлять народным хозяйством по территориальному принципу, а не из центра, как при Сталине. Но эта идея провалилась, и через несколько лет вновь вернулись отраслевые министерства. Тогда министром нефтедобывающей промышленности назначают Валентина Дмитриевича Шашина. В это время отрасль испытывает необыкновенный подъем, добыча растет из года в год. Разведка, бурение, обустройство, добыча. Разведка, бурение, обустройство, добыча. На карте Татарии появляются новые города.
растут новые промыслы. Первый миллиард тонн нефти татарии праздновали всем миром. Впервые в истории отечественной нефтяной промышленности такой огромный объем был получен в одном районе. Из недр нашей Родины извлечено чуть более 4 миллиардов тонн. Это значит, что они добыли 1/4 часть от всего того, что дали нам недра нашей земли. За короткий срок Татария стала главным нефтяным цехом страны. Новые 9-й пятилетки мы должны добыть 500 миллионов тонн нефти. Это огромные цифры. Это огромные цифры. Акзам Валиханов говорил, такие бешеные темпы погубят, недра будут выжаты как лимон. 500 миллионов тонн за пятилетку – это ведь 100 миллионов в год, а сначала хотели и того больше. 150 миллионов тонн нефти все же сберегли для будущих поколений. Тогда для директора Акзама Валихановича и его команды это стало настоящей победой. Земля отдавалась щедро. Страна восстановилась из руин, росли заводы, запускали в космос ракеты, еще и союзникам помогали. Черное золото шло в ГДР, Польшу, в Венгрию и Чехословакию по нефтепроводу с говорящим названием «Дружба». 35 лет вся экономика Советского Союза держалась на татарской нефти, говорил первый нарком и министр нефтяной промышленности СССР Николай Байбаков. Второй миллиард тонн нефти был через 10 лет после первого. Его тоже отпраздновали широко и с размахом. Но ситуация менялась, нефтедобыча начала снижаться. Раньше к нам нефть поступала с содержанием воды до 5%. Сейчас содержание воды 30%, и дальше все более будет увеличиваться. Нужен был новый подход к добыче. Правда, нефтяники говорят к добыче. Меньше потерь, меньше аварий, меньше человеческого фактора. Нужна автоматизация процессов. Компьютеризация в ее современном понимании была еще далеко на горизонте. А пока для ввода и хранения информации использовали картонные перфокарты, а электронно-вычислительные машины были размером с большой шкаф. Перфокарта – флешка прошлого века. Двоичный код был реализован дырками на картоне и вмещал около 80 байт данных. Для сравнения, гигабайт информации в виде перфокарт весил примерно 22 тонны. Системы автоматизированной обработки информации включаются в технологический процесс нефтедобычи. Автоматически начинает поддерживаться пластовое давление, автоматизируется сбор нефти и газа и многие другие процессы. Автоматизация – любимая тема директора Ришада Тимергалиевича. Еще 10 лет назад, будучи молодым инженером, Ришад Булгаков говорил: «Будущее за автоматическим управлением». Тогда его не понимали. Кроме того, менялись технологии и в бурении, и в добыче. Научились бурить горизонтально, использовали гидроразрыв пласта, первыми начали бетонировать устья скважин, использовать новые промывочные растворы. Да, много что родилось с опытом и испыталось на практике. Со всеми этими новшествами и автоматизацией промыслы обустраивались и быстрее, и качественнее. Чуть позже эти отлаженные технологии вместе с их вдохновителями отправятся осваивать Сибирь. Вся Западная Сибирь плавает в нефти. Геологи не сомневались в этих словах Губкина. Иван Михайлович доказал, что он умел видеть сквозь землю. Нефтяники Татарии были одними из тех, кто принимал участие в развитии еще одного огромного нефтяного региона – Западной Сибири. Улетающий вдаль самолет в сердце своем сбереги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Буровой 40-42. Памятник моим нервам. А проходка на нуле. Раствор бар, центратор юг. Проблем своих хватало. Это Сибирь. Ну, вот даже можно один такой эпизод сказать.
20 декабря 1986 года установилось 45 градусов мороза. До 1 февраля стоял 45 градусов мороза. Вот представить себе это надо почувствовать. Ты стынешь, ты не замерзаешь, ты стынешь. Дома холодно, в кабинете холодно, в машине холодно, на улице вообще ты это самое. В это время в Татарстане кривая добычи продолжает падать. Законы природы не обмануть. Нефть не хочет добываться по госплану. Для специалистов стало очевидно – легкая нефть закончилась. Татнефть берется за трудно извлекаемые ископаемые. На месторождениях Нурлата нефть густая, как джем. Взять такую и сложно, и существенно дороже. Это совсем другие технологии. Когда нефть сама текла в руки, такая добыча считалась нерентабельной. Но специалисты не сомневались, что дело со временем станет перспективным. Спад добычи длился 19 лет. К 1991 году добыча упала со 101 до 33 миллионов тонн в год. Кроме того, это совпало с периодом перестройки и распада СССР. Экономика страны, десятилетиями жившая в условиях тотального планирования, в одночасье была ввергнута в хаос. Нефтедобывающей компании приходится добывать не только нефть, но и еду. Татнефть растит зерно, цыплят и телят, чтобы хоть как-то прокормить своих сотрудников. Кроме того, Юго-Восток Республики в то время фигурировал в печальном рейтинге самых экологически загрязненных регионов. Были нужны экологические программы. Об этом говорило не одно поколение руководителей. Еще в 80-е начали бороться с коррозией трубопроводов, но этого было недостаточно. В 90-е, несмотря на все текущие проблемы, руководитель Татнефти Ринат Галеев и его заместитель Шафагат Тахауддинов начнут масштабную экологическую программу. Мы обязаны довести состояние природы, до того, как она была практически в первоначальном виде. После работы, суббота-воскресенье, мы собирали со всех этих полей 1000 тонн камней. С тех пор экологическая программа не останавливалась ни на год. Воздух становится чище, в родники возвращается вода, в леса дикие животные, птицы и растения. Еще один парадокс того времени. Люди продолжали отапливать свои дома дровами. Дровами. И это в районе, где было столько газа. Газификация началась только в 90-е. Туған яққа юл тұтамын, туған яқ. Ең güzel ғазиз яққа, туған яқ. Жер желекілері пішкен шақ, туған яқ. Ашығым қайынлыққа, туған яқ. В 1998 году происходит еще одно катастрофическое для бизнеса событие – девальвация рубля. Идеальный шторм. Татнефть остается с неподъемными долларовыми кредитами. Дело идет к банкротству и краху. Выход только один – переформатироваться. Руководству компании необходимо было убедить себя, коллектив и партнеров, что у Татнефти есть перспективы и возможности. Рынок диктует свою историю. В 1999 году мы имели $1 миллиард задолженности. Компания все-таки смогла и снизить свои заемные средства, и плюс инвестировать в эффективное производство. Пережив вместе со страной смутное время экономического хаоса, силами специалистов, благодаря науке и новым технологиям, Татнефти удалось остановить спад и стабилизировать добычу, получить мировое признание и продвинуть на мировых рынках свои акции. И к 2007 году добыть 3-миллиардную тонну нефти почти через 30 лет после 2-го миллиарда. То, что сделано нашим предыдущим поколением, и то, что делается нынешними нефтяниками, это подвиг. Приоритет определен развитие нефтехимии. Это, конечно,
проект реализации комплекса, строительства комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств. С тех пор прошло еще 15 лет. Не зря говорят, у каждого поколения свои испытания и свои задачи. У современных нефтяников генетическая память. Они, как их отцы и деды, не сомневаются в успехе, а в трудностях видят только возможности и не замечают препятствий. Сегодня Татнефть под руководством Наиля Маганова входит в пятерку крупнейших нефтяных компаний России. Здесь сконцентрированы самые современные технологии, лучшие специалисты. Здесь реализуются самые амбициозные проекты. Татарстан сформировался как центр компетенции в нефтегазовой сфере на основе ваших достижений и самоотверженного труда. Нефтеперерабатывающий завод «Танека», о котором только недавно мечтали, вырос практически с нуля, в чистом поле. Цифровизация внедрена во все техпроцессы, от скважины до бензоколонки. Искусственный интеллект, цифровые двойники предприятий, 3D-модели месторождений – все эти IT-технологии помогают нефтяникам работать максимально быстро и эффективно. А ведь со времен перфокарты прошло чуть больше 30 лет. В группе компании «Татнефть» десятки предприятий и более 75 тысяч сотрудников. Все наши достижения и успехи – это заслуга каждого члена нашей большой и дружной семьи. Компания заботится о каждом человеке, кто живет рядом, тех, кто работает, работал или только будет работать в Татнефти. Люди – это главная ценность. Для них растут города, строится жилье, детские сады, школы, парки, стадионы и хоккейные площадки. Быть благодарным природе – в Татнефти это давно стало традицией. Компания бережно сохраняет родники, реки и леса, выращивает рыбу и высаживает тысячи деревьев. Нефтяникам есть дело до каждого снежного барса и солнечного орла. Вот уже 8 десятилетий татарстанская нефть служит людям в награду за настойчивость, интеллект и силу духа. 80 лет, 2023 год. Все только начинается. Мы вместе создаем устойчивое будущее. Недра не подвели и люди.